Голодомору. После Второй мировой войны состав населения Казахстана было не в пользу автохтонного народа. Больше 53-55% населения Казахстана были не казахи. С одной стороны, репрессия. С другой стороны, голодомор. С третьей стороны, война. Все это привело к тому, что Казахстан потерял, как я уже сказал, больше 50% собственного населения. Более 3,5 миллионов человек. Потом назначается армянин Левон Мирзоян, который грабил, уничтожал Азербайджан. Его переводят сперва на Урал, потом в Казахстан. Первым секретарем. С собой он привозит 149 дашнаков. Начинается ужас уже совершенно другого расклада. Он передает телеграмму Сталину и просит, чтобы ему дали новую квоту. Каждый месяц расстреливать 5100 казахов. Каждый месяц. В советское время российские такие светлые колхозные государственные структуры, каждая республика, каждому народу, руководителям спускали квоту. Сколько азербайджанцев, сколько грузин, сколько татар, сколько украинцев, сколько казахов, узбеков, туркмен, кыргызов, таджиков они должны в месяц расстреливать. Левон Мирзоян после Голощекина начинает грабить Казахстан, уничтожать, расстреливать людей, даже при таких ужасающих, ужасных случаях, ситуациях. При таком режиме казахи делились последним куском своего хлеба. Они принимали сирот, детей, которые потеряли своих родителей. Они их держали, воспитывали, как своих родных, не отличая. Поэтому в Казахстане никогда не было какой-то ксенофобии, ненависти к другим народам, религиозным течениям и так далее. Если кто-нибудь обвиняет или может, или думает о том, что казахов можно обвинять в таких порочных вещах, он, конечно, не человек, он, конечно, потерял свою совесть и связь с Богом. Казахстан, как я уже сказал, является и являлся, и будет являться второй родиной для всех народов бывшего Советского Союза. Но сегодня Лавров напал на президента Казахстана неспроста. То есть они уже начали свой план реализовывать. Украина уже у них считается в кармане, как им кажется. Если американцев они уже загнали в угол из-за собственных ошибок администрации Трампа, то им кажется, что вот-вот они уже добьются полной капитуляции Украины. Поэтому тут надо уже продолжать свою линию, большевистскую, человеконенавистническую, людоедскую политику Кремля. И поэтому они сегодня, если нечего сказать, Лавров мог вспомнить заявление любого казаха, не трехгодичной давности, а столетней давности. И он ему ответил бы. Это сегодня просто, знаете, казус белли. Они просто ищут причину. Конечно же, в Казахстане среди тех русских есть кремлевские агенты, которые, конечно, не являются представителем простого, наивного русского народа. Нет, конечно. Там есть агенты, там есть специальные структуры, которые пока себя не показывают. Там есть уже проекты, там есть
Люди, которые готовы по свисту из Москвы сразу же начинать действовать, что как уже действовали, как уже говорили, что будто бы в Казахстане, видите ли, есть языковые патрули, кто-то кого-то спрашивает, ты почему не на казахском разговариваешь? Все это вранье чистейшей воды. Это вранье, это дезинформация. Это, конечно, комбинация кремлевских властей. Ни в одной тюркско-мусульманской стране не было никогда ксенофобии.